В эфире специальный выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. В минувшую пятницу Сибай подвел итоги 2017 года. День начался с 18-го заседания Совета городского округа 4-го созыва. На нем были озвучены результаты работы администрации города и народных избранников за минувшие 12 месяцев. Тему продолжит Ринат Музафаров. Направленное движение вперед невозможно без четкого осознания своей исходной позиции относительно уже пройденных этапов пути. Руководствуясь данным принципом, народные избранники города под председательством Яудата Бекинова подвели итоги деятельности Совета и администрации за 2017 год. Обозначили основные задачи и пути их реализации на плановый период 2018 года. Первый пункт рабочей повестки 18-го заседания Совета городского округа города Сибай включал доклад главы администрации Рустема Авзалова. Подводя итоги минувших 12 месяцев, Рустем Ахмедкаримович акцентировал внимание собравшихся на ключевых индикаторах социально-экономического развития города. Среди них показатели отгруженной продукции, собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на общую сумму 11 миллиардов 771 миллион рублей, что составляет 99,5% к показателям 2016 года. Индекс промышленного производства равен 87,5%. Причиной подобного снижения, прокомментировал глава, служит совокупность факторов, отражающих последствия кризисных явлений в общей российской экономике. Так, отрицательная динамика на комбинате была спрогнозирована в плановом порядке. Снижение объема добычи на 12% и обогащение рынка на 14% произошло из-за ремонта в третьем квартале 2017 года ствола шахты Скиповая. Сейчас ведется обработка руд с низким содержанием меди, что еще более усугубило ситуацию и отразилось в объемах конечной продукции. Выпущено меди в медный концентрат 13,5 тысяч тонн, цинка в цинковом концентрате 3,2 тысячи тонн. Значит, но хочется сказать, что оба уровня ниже по отношению к 2016 году. В свою очередь, башкирское шахтопроходческое управление обеспечено производственными объемами, в целом демонстрирует положительную динамику, однако имеет проблемы с выплатой заработной платы. Отмечая, что причины затруднения носят объективный характер, глава посоветовал руководству предприятия усилить контроль и не допускать нарушения прав работников. Отмечая успехи других предприятий, Рустем Ахмедкаримович остановился на достижениях мясокомбината «Башкирские колбасы», нарастившего по итогам прошлого года 6% валовой продукции и выручку от ее реализации на 24%. Сибайский элеватор высоко держит марку сибайской муки, между тем по сей день имеет неурегулированный долг перед Башагропродукт. Сибайское АТП в отчетном году перевезло на 17% больше пассажиров, благодаря чему повысила доходность на 5%. Из новичков ООО «Башэкоресурс». Предприятие по производству шпона, деревянных плит и панелей, ориентированных на рынок сбыта Китая и Германии. Общий объем инвестиций в основной капитал сибайских предприятий без учета субъектов малого предпринимательства по итогам 9 месяцев 2017 года составил 590 миллионов рублей против 1 миллиарда 833 миллионов за аналогичный период 2016 года. Большие надежды в этом ключе возлагаются на строительство цементного завода. В рамках завершающего этапа реализации федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья было введено около 20 тысяч квадратных метров жилья. Отмечается снижение безработицы и повышение рождаемости. Активное участие в программе формирования современной городской среды принесло Сибаю порядка 24,5 миллионов рублей, выделенных на благоустройство дворовых и общественных территорий. В программе поддержки местных инициатив реализацию проектов на общую сумму 6,1 миллионов рублей и 2 миллиона в рамках проекта «Реальные дела». Сумма, затраченная на капитальный ремонт дорог, составила 51,5 миллионов рублей, 1,5 миллиона из которых муниципальные средства. В доход бюджета городского округа поступил 1 миллиард 183 миллиона рублей с перевыполнением плана на 1,9%. Отдельным пунктом в своем выступлении Рустем Ахмедкаримович рассказал о положении дел в сфере образования. Социальное благополучие и качество жизни населения являются главными критериями оценки работы органов местного самоуправления. Беспокоит нас
изношенных зданий, учреждений образования. Они в основном построены в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Хочется отметить такие школы, как АДИН, гимназия. Поэтому проблем здесь очень много. В конце года начата реконструкция гимназии. Надеемся, что это как раз наша первая ласточка. Надо очень активно работать с Министерством образования, в первую очередь, по включению и других школ для проведения по программе модернизации и реконструкции данных образовательных учреждений. Говоря о задачах, которые ставятся перед системой здравоохранения, глава администрации выделил доступность медицинских услуг, снижение заболеваемости, рост продолжительности жизни и достижение активного долголетия. При этом выполнение данных задач на местном уровне не представляется возможным без привлечения молодых специалистов. Администрация городского округа рассматривает отдельные варианты для создания комфортных условий проживания для медицинского персонала. Конечно же, эта потребность в горбольнице, в врачах является очень большой. На 10 тысяч населения по СИБА приходится 27,6 специалистов. По республике данный показатель составляет 37,2. Мы по данному вопросу отстаем. В 2017 году прибыли в город 12 врачей, в том числе 8 молодых специалистов. В этом направлении необходимо, конечно, продолжать работу, более устойчиво взаимодействовать с выпускниками медуниверситета, целевиками, направленными на обучение из города. И, конечно же, вопрос касается предоставления все-таки жилья. Для того, чтобы сегодня привлечь специалистов, нам необходимо какой-то маневренный фонд для того, чтобы могли с ними мы работать. На сегодняшний день у нас такие возможности есть, и мы уже эти вопросы обсуждаем на уровне руководства республики. И, конечно же, хотелось бы, чтобы один из объектов – это наша гостиница, на сегодняшний день СИБА не востребованная. Конечно, по ней нужно есть над чем поработать. Завершая выступление, глава городской администрации призвал всех к высокой консолидации ради достижения успеха в 2018 году и плодотворной совместной работы во благо родного города. Подводя итоги деятельности депутатского корпуса 4-го созыва, председатель Совета городского округа Яудат Бекинов отметил, что работа народных избранников традиционно строилась в конструктивном сотрудничестве с администрацией города и во взаимодействии с населением. Главными направлениями Совета было и остается компетентное и своевременное создание и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию программ социально-экономического развития, поддержание балансированного бюджета и разумной политики сдерживания расходов, качественное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством. Реализуя данные направления, в 2017 году депутатами проведено 12 заседаний Совета, внесено 168 проектов, принято 141 решение, проведено 13 заседаний президиума, на которых принято 61 постановление, издано 189 распоряжений. В результате проведенной работы план Совета на 2017 год, прокомментировал председатель, был выполнен в полном объеме. Особое значение в депутатской деятельности традиционно придается взаимодействию с жителями города. Так, за минувшие 12 месяцев на прием к депутатам обратилось более 500 человек. Не менее активно в прошедшем году представители Совета участвовали в работе по реализации наказов своих избирателей. Общая сумма по реальным делам составила 5 миллионов 735 тысяч рублей. Из мероприятий за год также можно выделить реализацию экологической акции, направленную на благоустройство дворовых территорий «Красивый двор», комплекс мероприятий по линии общественной организации «Вперед Сибай», содействие экопроекту «Сохраним планету вместе», реализуемый молодежным парламентом города. Отмечая работу молодых парламентариев, Яудат Усманович подчеркнул их высокую активность в общественной жизни Сибая. Молодые депутаты, состоящие в Ассоциации молодых депутатов Республики Башкортостан, весь год держали планку и оставались на передовых позициях в рейтинге среди 63 местных отделений ассоциации. Подводя итог своему выступлению, председатель Совета привел слова из послания главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова, в которых была обозначена главная задача для всех ветвей власти – быть всегда с народом, обеспечивать благополучие жителей, у которых должна быть работа, достаток и уверенность в завтрашнем дне. На территории городского округа существует немало нерешенных проблем, а производительность труда депутатского корпуса зависит от сплоченности в командной работе с администрацией и населением. Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основной производственной и служебной деятельности, работая на общественных началах. Несмотря на это, требовательность жителей города к органам местного самоуправления возрастает.
Главными критериями для депутата это должно быть законность, ответственность, открытость перед избирателями. Уважаемые депутаты, подводя итоги работы депутатского корпуса за отчетный период, благодарю вас за активную работу, твердую гражданскую позицию и ответственное отношение к депутатским обязанностям. Последним, согласно рабочей повестке мероприятия, состоялось выступление заместителя премьер-министра, руководителя аппарата правительства Башкортостана Илшата Таджидинова. Он поприветствовал собравшихся от имени главы республики и передал благодарность за плодотворную работу в отчетном периоде. Рассматривая положение дел, Сибай Илшат Азаматович обратил внимание собравшихся на отдельные проблемы, требующие особого контроля со стороны руководства города. Выступление коснулось муниципальной системы здравоохранения, в частности, завышенных показателей младенческой смертности. Другой важный аспект, свидетельствующий об уровне социально-экономического состояния города, неоднозначная ситуация, сложившаяся в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Действительно, в прошлом году наметился рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в городе. Безусловно, это позитивный момент. Но вместе с тем, доля занятых в малом бизнесе сократилась до 23%. А по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч человек населения Сибай также достаточно сильно отстает от среднереспубликанского уровня. У вас 252, по республике 327 предпринимателей. И задача перед всеми нами принять действенные меры по достижению данного показателя, то есть среднереспубликанских показателей, а также запустить программу поддержки малого бизнеса в городе. В прошлом году она была приостановлена по определенным причинам, и как следствие ни один предприниматель не получил поддержку. В отдельном порядке была рассмотрена проблема ухудшения инвестиционного климата в городе. Руководитель аппарата правительства республики нашел обоснованное мнение об объективном свойстве сложившихся трудностей, между тем подчеркнул необходимость принятия мер по диверсификации экономики города. У нас создана в республике одна из лучших систем поддержки инвесторов, соответствующее законодательство, налоговые преференции, инфраструктурная поддержка, административная поддержка и другое. И все эти вопросы на жестком личном контроле держит глава республики Рустам Закирович Хамитов, постоянно подчеркивая, что нет инвестиций, нет развития, нет будущего. В рамках Зауральской программы мы также законодательно ввели дополнительные инструменты по поддержке инвестиционных проектов. Но в частности был снижены пороговые значения объема инвестиций для получения государственной поддержки. В завершении мероприятия было вновь подчеркнуто, что социальное благополучие и качество жизни населения – главные критерии оценки работы органов местного самоуправления. Во второй половине дня в Башкирском театре драмы имени Арслана Мубарякова состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам 2017 года. Здесь уже было минимум сухих цифр и докладов, а максимум почетных грамот и благодарственных писем. Кроме того, праздничную программу в нынешнем году составили победители и лауреаты всевозможных конкурсов и фестивалей. А потому зрелище получилось по-настоящему ярким и красивым. В театре драмы имени Арслана Мубарякова состоялось чествование трудовых коллективов, внесших достойный вклад в социально-экономическое развитие города в 2017 году и лучших по профессии. В торжестве приняли участие депутаты Совета городского округа, руководители предприятий, учреждений и организаций города, почетные граждане, ветераны Великой Отечественной войны. Мы должны твердо знать, что любовь не может угас, что она дарит нам мечты и силы. Только с ней мы живем.
слышим мы раскаты орудий, пусть замрут они на радость земли. Поприветствовав гостей мероприятия, глава администрации Рустем Авзалов отметил, что отчетный год был ознаменован большой работой практически во всех сферах. Несмотря на наличие некоторых проблем, сибайцы добросовестно работают, активно применяют передовой опыт. На сегодняшний день, при том, что говорим, что у нас и безработица низкая, да, но фактическое состояние дела оно маленько другое. Почему? Потому что мы знаем, что очень много людей у нас безработных, многие на северах находятся, от этого только семьи страдают, от этого возникает ряд социальных проблем. Поэтому наша задача – создавать рабочие места, создавать предприятия для того, чтобы увеличить налогооблагаемую базу, для того, чтобы мы могли в дальнейшем, привлекая налоги, создавая рабочие места, уже формировать свою инфраструктуру, то есть улучшать ее и тем самым создавать более хорошие условия жизни для наших граждан. Сибайцы, добившиеся лучших результатов в труде в 2017 году, и передовые коллективы города были награждены дипломами, почетными грамотами Совета и администрации городского округа, благодарственными письмами. Что примечательно, среди награжденных был и предыдущий глава администрации Сибая Халид Сулейманов. Сегодня мне очень приятно, что у нас на итоге года присутствует именно тот человек, который имеет непосредственное отношение к тем итогам, которые были подведены сегодня. Поэтому, Халид Александрович, я хотел бы вручить то, что у вас не было, именно почетная грамота администрации города Сибай. Рустам Ахмедович, вам большое спасибо за внимание, за то, что пригласили и наградили действительно той наградой, которой у меня нет. Я с вами, жизнь продолжается, я говорил вам. Ильсур Хамифович Тулебаев, старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок номер 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 37 по Республике Башкортостан. Буквально на днях организации нашего города и индивидуальные предприниматели сдали годовую отчетность. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в 2017 году поступление страховых взносов значительно было с приростом. Также мы рады, что сейчас занимаемся администрированием страховых взносов, так как это будущая пенсия наших горожан. Поэтому мы будем в дальнейшем также достойно и ответственно вести свою работу. Очень приятно и отрадно, что администрация оценивает наши труды, наш вклад, в том числе в развитие экономики в городе. Потому как сами прекрасно понимаете, что Сбербанк – это одна из самых крупных финансовых организаций, которая обеспечивает нас, население нашего города, и не только нашего города, да, но и страны и мира в целом, банковскими продуктами, услугами, так необходимыми в настоящее время. Я очень горжусь тем, что я работаю в данной организации. Она меня воспитала, она меня вырастила, и хотелось бы сказать большое спасибо, в том числе и моим руководителям. Лилия Филаритовна Корчагина, специалист-эксперт отдела государственной статистики в городе Сибай. Я представляю отдел статистики, отработала я там 23 года. Спасибо большое администрации, то, что поздравили. А так вот чем запомнился 17-й год для вашей жизни? Чтобы запомнился то, что у нас были подведены итоги переписи, сельскохозяйственной переписи 2016 года. Но тем, то, что у нас в 2017 году очень было много обследований. Я работаю кондитером в столовой номер 7 в комбинате с 1989 года. Меня отметили в этом году, и мой труд отметили. Я постараюсь, конечно, поддерживать это и в следующем году. Действительно, лицо города, его настроение, атмосферу и душу определяют люди, живущие в нем. Каждый, кто в этот день поднимался на сцену, показал наилучшие результаты работы в своей сфере. Этот праздник для всех поколений горожан, которые вложили в нынешний облик Сибая свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции и продолжают смело строить и воплощать новые планы. Особенно наглядно это было заметно, когда лучшим по профессии награды вручали почетные граждане города. Город наш во все времена отличался трудолюбием и дисциплиной.
Все службы города работали четко, все предприятия. Очень работоспособные и дисциплинированные люди, и ответственные. И поэтому имеют такой успех. Желаю всем награжденным и всем горожанам отличного здоровья, еще больших успехов и еще высших наград. За вклад в экономическое развитие городского округа город Сибай в 2017 году ряд предприятий был награжден дипломами администрации в номинациях «Стабильность года», «Лучшее предприятие стройиндустрии», «Обеспечение надежности и безопасности электроснабжения», «Инвестиции в город», «Открытие года», «Динамично развивающееся предприятие», «Надежность года», «Социальная инновация», «Образовательное учреждение «Новатор года». В числе лучших сибайский филиал Учелинского ГОКа, АТП, Ремстройцентр, Сибайские электрические сети, Башэкоресурс, Садовый центр Фазенда, Народно-художественные промыслы «Артель», Ремонтно-механический завод, Центр «Азатлык» и Сибайский колледж строительства и сервиса. Мы занимаемся изготовлением изделий из камня в технике флорентийской мозаики. Наверное, есть предприятия, которые, может быть, и больше нас сделали. Но, тем не менее, мы работаем. Просто мы стараемся делать свое дело хорошо. Организаторы праздника не оставили незамеченной важную дату в истории. Именно в день подведения городских итогов года страна отметила 75-летнюю годовщину победы в Сталинградской битве. Один из участников страшных событий тех лет живет в нашем городе. И в этот день награда нашла своего героя. Ивана Григорьевича Струкова наградили медалью за оборону Сталинграда. Награждается ветеран Великой Отечественной войны Иван Григорьевич Струков. Вдвойне приятно, что медаль вручается в день празднования 75-летия победы в Сталинградской битве. Именно 2 февраля 1943 года советские войска одержали победу и нанесли существенный разгром немецко-фашистским войскам. Торжественное мероприятие было наполнено приятными моментами, одним из которых стало награждение лауреатов городской премии имени Рамазана Умедбаева в области литературы, публицистики, культуры, искусства за 2016 год. Ирик Нигаматович Бекметов был удостоен премии за вклад в культурное развитие города Сибай в области краеведения, публицистики и журналистики, активное участие в подготовке и проведении общегородских и зональных мероприятий по национальной тематике. Фания Зайнуловна Хамитова за выпуск книг «Славные сыны отчизны», Кирей Мерген и его потомки, «Судьба учителя» и другие. Мавлида Мухтаровна Юкупова удостоена премии за значительный личный вклад в культурное и социально-экономическое развитие нашего города в период работы главным редактором газеты «Сибайский рабочий», за годы депутатской и сапкоровской деятельности на территории Сибая, решение проблем жителей города с помощью печатного слова. Кстати, теперь премия будет вручаться не ежегодно, а раз в 3 года. Я счастлива просто, что герои моих книг, моих очерков сегодня тоже номинанты. Ирик Нигаматович Бекметов. Сколько раз я к нему ездила по полям и совхозам, когда он был председателем колхоза, директором совхоза. Он очень поддерживал газету, в которой я работала, с обкором газеты «Известия Башкортостана». Он с пониманием относится к печатному слову. Он оставлял все дела и всегда подключался к журналистским вопросам, к журналистским интервью. Фания Зайнуловна, если бы она не была педагогом, она спокойно могла быть журналистом. Она ведь не сегодня пишет. Это еще в мою бытность редактором Сибайского рабочего. И до меня она еще писала. Все ее 3 прекрасные дочери тоже к журналистике очень близки. Поэтому я довольна. Я тронута, конечно. 6 студентов различных учебных заведений города получили грант главы администрации города. Ну а счастливую семью Величенко, у которых в новогоднюю ночь родились близнецы, Рустем Ахмедкаримович поздравил лично и подарил коляску. В год семьи, объявленной в республике, это стало очень знаковым событием. Доча, 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 доченька, ноченьки, я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы катятся, ты свои меняешь, платится. Знай, что каждый раз по-новому в тебя. В этот день со сцены прозвучало много поздравлений, песен и танцев, которые исполняли известные артисты города, самодеятельные коллективы и ансамбли, добившиеся в 2017 году хороших успехов в своей творческой деятельности, ставшие победителями и призерами различных конкурсов и фестивалей. Так торжественно были подведены итоги минувшего года и дан старт году семьи и волонтерства.